Привет, меня зовут Александр, компания «Центр домостроения». Мы находимся в селе Выльгард. Здесь мы закончили строительство вот такого прекрасного дома с мансардным этажом параметрами 6-8. Ну, плюс еще терраса и вот такое крылечко. Пойдемте этого красавчика вам покажу. Крылечко просторное. Заходим в дом. Вот заходим в дом, посмотрите, как красиво. Какие большие панорамные окна. Там при входе у нас будет крылечко и тамбурная зона. Далее здесь кухня-гостиная. Тут туалет и две комфортных, уютных комнаты. Одна из которых с выходом на большую просторную террасу. Вон там на улице. Для кайфа. А сверху еще планируется, ну не в этом месте, вон там с холла, лестница на мансардный этаж. Сейчас тоже поднимусь, вам все покажу. Посмотрите, какой пиломатериал, как выглядит брус. Красивый, эстетически приятный. Благородно выглядит, очень красиво. Для себя еще шлифануть шлифмашинкой и уже лазури, лаки, краски, что хотите наносить, и будет очень приятно и красиво. Первое время можете использовать ведь так уже, как летний домик, допустим, без отделки. Отделка подождет, потому что есть чем заниматься, утеплять полы, утеплять кровлю, вставлять окна, заниматься коммуникациями, участком. Дом можно использовать уже так. Посмотрите, как красиво выглядят стены. Красиво, красиво. Вот так выглядит мансардный этаж. Мансардная комната здесь будет просторненькая. Этот ролик больше о красоте, потому что мы сдали дом, обычно технологию строительства я сообщаю об этом в процессе стройки, а этот конечный вариант. Но я как такой строитель и в этом, и в стройке, именно в стройке, не в конечном результате, а именно в самом процессе строительства я нахожу эту красоту, как закручен саморез, где он именно закручен, да, как стоит стойка, то есть как идет стропила. Это для меня очень красиво, поэтому, ну уж принимайте. Это и я вам сообщу. Вот сейчас через видео я вам это покажу. Посмотрите, сколько крепежных элементов мы применяем по каждой стропильной ноге. Видите? Все зафиксировано, все жестко. Ригеля по крыше, смотрите, тоже скреплены не только гвоздями, но и шпильками. Видите? Тоже все очень надежно. Все стойки зафиксированы. Посмотрите, как жестко. Все надежно. Очень надежно. И так везде. Плюс еще есть подпорки. Вот этот лежень и еще стойки. Ну, чтобы стропила не прогибались. Потому что вот там еще дополнительная вся нагрузка вот в этом месте пойдет по крыше. Чтобы кровля не прогибалась. То есть все четко, все хорошо. Четко все под карандашик, нет рваных запилов, все красиво, все аккуратно. Ай, красота, видите, следы от карандаша везде, еще дополнительно все скреплено помимо уголка строительными скобами. Красиво, красиво. Пленки мы применяем, вот такие вот. Пленки мы применяем тоже хорошие. Это мембрана Изоспан АМ, плотная, надежная, работает как ниппель. Здесь в дальнейшем у вас пойдет утеплитель. Если с внутренней стороны, как-то со стороны помещения влага попадет в утеплитель, то из утеплителя влага будет выходить через вот эти микроотверстия. Это как ниппель. То есть легко влага будет выходить наружу. А вот со стороны кровли, там, со стороны металла, если влага будет попадать на эту пленку, она уже не будет проходить в утеплитель, и утеплитель будет полноценно выполнять свою функцию, не будет портиться, и десятилетиями, долгими десятилетиями выполнять свою полноценную функцию по сохранению тепла в вашем доме. Ведь сырой утеплитель
Он наоборот пропускает тепло, и дом становится холодным. И вот эта хорошая, дорогая пленка, ну, дорогая на текущий момент, но если разбить ее на 100 лет, это копеечная пленка, которая будет нести полноценно свою функцию. Будет сохранять тепло в вашем доме. Будет сохранять, убережет утеплитель. Который убережет утеплитель и будет помогать сохранять тепло в вашем доме. Вот эта пленка. Еще очень важно, какой стороной она положена. Если положить ее по логике другой стороной, то наоборот, вся влага будет аккумулироваться в утеплителе. Утеплитель за считанные годы просто испортится, доски тоже посинеют, покроются грибком, ну и крышу придется... Ой, это геморрой, представляю. Крышу придется переделывать буквально лет через 4-5. Неправильно положили пленку, не той стороной. Ну, бывает. В прошлом году нас вызывали переделать кровлю тоже за одними строителями. И мы переделывали комплексно всю крышу. Снимали шинглас, снимали подкладочный ковер, снимали ОСБ, снимали утеплитель, пленки. Это все, конечно, выкидывалось, покупалось все новое. Это очень дорого. Во-первых, переделывать чужую работу, скажем так, выполняется работа, но не всегда приятно. Чужое неприятно выполнять. Еще и, но это насколько, это для нас, для строителей, но насколько это затратно для заказчиков, это неимоверно. Это очень дорого. Это снять и заново, второй раз купить все материалы на крышу, заново все сделать. Делать надо изначально хорошо. Вот я хочу отметить, что у нас, хочу обратить ваше внимание, как у нас здесь все сделано. У нас сделано все очень прекрасно, все очень надежно и качественно. Все, вот крепежки сколько. Все, вот так вот надежно. Все, излил душу, свою строительную красоту рассказал. Дорогие друзья, если у вас есть мысли построить свой дом мечты, обращайтесь, приходите к нам на консультацию, мы проконсультируем, все вам расскажем, у вас будет понимание, мы вам посчитаем, вы приценитесь. На этом все. Далее мы будем рады, конечно, если выберете нас для строительства дома вашей мечты. Будем рады, если выберете нас. Все, до встречи на консультации, будем вас ждать, до встречи.